Это место расстрела 1937 года, которое у нас украли. Весь этот мемориальный комплекс должен был начинаться с 1937-го и продолжаться это, а не так. Никто не знает. Все расстрелы 1937 года там. Я записывал воспоминания жителей совхоза «Красный». Они говорят, в 1937 году спать нельзя было, пулеметы, расстрелы пулеметами. Поляков Владимир Евгеньевич, профессор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзии Кубова, доктор исторических наук. Я коренной крымчанин, поэтому по линии отца я проследил свое происхождение до прихода русских в Крым. Это караимская ветвь. Два моих прадеда были городскими головами в Феодосии и Евпатории. Один был очень уважаемый человек, Сима Бобович, дружил с царем Воронцовым, очень много сделал для Крыма. По линии отца очень интересная родословная. По линии мамы ее брат был первым планеристом Крыма, одним из первых. Вот тоже они все родились в Крыму. В детские годы я не все помню, потому что родился в Бухаресте. Потом полк отца переехал в Киргизию, Ош. Потом Черчик, там я был в детском саду. Потом чуть-чуть Ташкент. А уже хорошо помню Мары, Туркмения, где я учился с 1 по 4 класс. Благодаря тому, что отец был охотник, он меня всегда брал с собой. И вот я помню пустыню Каракумы, Мургаб. Это, конечно, незабываемые впечатления. Как-то отец пришел домой с пистолетом в кобуре, перепоясанный, и маме говорит, я ночью не приду, мы будем на вокзале, возвращаются чеченцы домой, и мы должны не допустить, чтобы они в город не вырвались. Мама говорит, как они домой возвращаются? Да, их вернули из ссылки. И она говорит, значит, эти крымские татары вернутся. И тут папа сказал странную фразу. Он говорит, да нет, говорит, чеченцы так вели себя, что их с радостью выпихивают назад. Они не работали, не шли на контакт. А крымские татары работяги, на них держится экономика Узбекистана, поэтому власти не хотят их возвращать. И вот это мне запомнилось. Это был год, наверное, 55-й, где-то вот такое. Вы понимаете, о крымских татарах я все время слышал в детстве от отца, мамы. Слышал как? Друзья, соседи. И такое горькое, несчастные люди. Потому что была атмосфера сочувствия. Отец в совершенстве владел татарским языком, это был у него второй родной, потому что он жил в деревне Ханышкой, и все жители Ханышкоя владели 2-3 языками. А потом первые крымские татары стали возвращаться, по-моему, я уже был после армии. Помню такой эпизод, приезжает семья Ишлавских, показывает фотографию, где папина сестра и какая-то девушка. И Эсма Ишлавская. И это был как пароль. Приезжали их дети. Потом приезжал еще какой-то Ишлавский. Мы как-то с ним случайно встретились. Он подошел и сказал, говорит, я был у вашего отца, но я тогда был в армии. То есть эти дружеские связи продолжались, потому что в сознании людей, детей Ишлавских было, что у них есть друг дядя Дженя. И вот они приходили и говорили, а можно видеть дядю Дженю? Мне это так запомнилось. Но однажды, помню, нас вызвали и сказали всем коммунистам, в народную дружину, мы будем противостоять татарам, которые будут громить, что-то там убивать и прочее. Я говорю, это чушь. Мне говорят, и я тогда специально пошел, чтобы быть, пусть по другой сторону, но если надо, даже готовы был стать между. Ничего не было, все это бред. Мы просидели, дружины проиграли в шахматы, и я понял, какая пропаганда ведется. Но татарофобских настроений у старых русских, которые жили до войны, в принципе не было, потому что все друзья, все тепло принимали вот эти свои дяди Джени, были в каждом селе. А потом этот виток был резко поднят в несколько раз. Но это было сознательно, потому что газеты, радио работали целенаправленно. Все, что делаю я, это проект, который финансирует Владимир Поляков. Никто никогда мне не платил, я делаю то, что считаю нужным.
В свое время я посчитал нужным установить имена водителей автобусного парка, которые погибли на фронте. Установил. Оказалось, что среди них директор погиб в партизанах. Поставили ему памятник. Мне сказали, могила это братская, а ты памятник одному. Установил имена всех, кто похоронены в этой могиле, там 40 партизан. Потом выяснилось еще. И вот так цепочка цепляла. Потом это увлечение как-то реализовалось. Сделал историю улиц Симферополя. Ну, каждая улица установила ее прежнее название и в честь кого называется. Но это была реальная польза, я поэтому защитил кандидатскую диссертацию. А по партизанскому движению докторскую. Но опять-таки я делаю только то, что считаю нужным, и не делаю то, что противоречит мне, даже если мне иногда говорят заплатим, прикажем и так далее. И мы в 1957 году возвращаемся в Симферополь. Родители не были в Крыму с 1930 года. Вот как отец ушел в летное училище, увез маму, и вот они приезжают в Симферополь, и мне говорят, сходи в магазин на Кантарной и купи хлеба. И я должен переводить, что магазин на Кантарной – это магазин на Чехова. И вот в этой атмосфере двуязычия я жил все время. И когда вышла книга Широкого «Улица рассказывает», Грагуля выступил с резкой критикой. Он сказал, что тут нет Симферополя, тут нет души Крыма. Эту книгу должен был писать крымчанин, но он имел в виду себя, наверное. А я принял на себя этот удар и решил создать книгу, в которой будет все старые названия. Он просто уходил от старых названий. Ему были интересны новые, а мне были интересны старые. И вот тогда я создал эту книгу «Улицы Симферополя», где все старые названия были учтены. В принципе, я допускаю, потому что и в России, и в Украине везде она восстанавливается. Я был у истоков этого дела, вот был всесоюзный съезд, типа исторические названия памятник культуры, и Лихачев выступал, другие. Я был поражен, когда люди говорили, надо вернуть Тверь. Мне казалось, это нереально. Калинин, как они уберут. А люди выступали смело, мне, провинциалу, это было очень сложно. И в конце концов они составили список, каких городов надо вернуть. Ну, я немного осмелел и поднимаю руку и говорю, прошу слова. Лихачев мне говорит, что вы хотите? Я говорю, я предлагаю добавить город Карасу-Базар. И они вставили в этот список. И вот представляете, как обидно. Все города из этого списка вернули свои названия, кроме Карасу-Базара крымского. Конечно, раздражение, даже сарказм. Село Лоховка. В то время слово «лох» не носило оскорбительного оттенка. Лох – это дерево какое, типа осина, там, тополь. Рядом деревья Тополевка. Потом значение изменилось, и мне рассказывал один мой студент, говорит, я с села Лоховка, но я никогда не говорю, что я с Лоховки, я называю соседнее село, стесняюсь. Конечно, многие названия себя изжили. Потом очень много двойников, это Ильичевок, там всевозможных. Вот село моего отца, Ханышкой, его назвали Отрадное. В Бахчисарайском районе было 2 села Отрадных. Путаница. В одном районе 2 Отрадных. Радостное, счастливое, Отрадное, передовое. Это, конечно, ненормально. Ну, исторические названия будут возвращаться. Просто надо уходить от политики, не политизировать, потому что люди, на святое покушаетесь и прочее. Мы как-то потеряли этот период. Украина отнеслась байдуже к этому. И крымские татары тогда заняли, на мой взгляд, неправильную позицию. Вернуть все и сразу. Это была ошибка. Надо было возвращать поэтапно. Ну, то, что актуально, то, что не требует усилий, постепенно бы, не получилось. И если раньше шла речь об исторических топонимах, то был вброшен «не дадим возвращать татарские названия». Хотя какие татарские названия там по горам, по Южберегу, там же и грецизм, и что угодно. Исторические топонимы. И тут обе стороны пошли стенка на стенку и в результате проиграли. Мы ничего не смогли вернуть, кроме как Партенит, Коктебель, Инкерман. Было настроение в Крыму вот в 1989 году, 100% было за то, чтобы возвращать исторические названия.
Как только крымские татары вернулись, казалось бы, наоборот, это должно получить поддержку. Нет, те люди, которые были со мной, готовы были вернуть название, они сразу, нет ни одной уступки татарам. Я тогда был депутатом городского совета и держал руку на пульсе. И вот я понял, что люди живут, как это говорили, на колышках. А близились выборы. И я уловил настроение на верхах и подошел к мэру и говорю, если я помогу с названиями улиц, и люди будут голосовать, он говорит, да, это очень выгодно. И я тогда встречался со всеми мили-меджлисами. Но это был анекдот, конечно. В каждом микрорайоне Симферополя была улица Ахмедхан Султана, улица Алими Абдинановой, ну, один стандартный набор. Причем 100% почти имена. И я говорил, ну, не надо имена. Это плохо, как у нас Пушкарь, Жучка. Точно так же будет с крымско-татарскими именами. Давайте как-то от этого уйдем. Но в конечном итоге абсолютное большинство членов мили-меджлисов пошли навстречу, мы с ними и сейчас встречаемся, иногда здороваемся, обнимаемся. Мы сделали тогда большую работу и привели все микрорайоны. Ну, были смешные случаи. Улица Фенерли. Я говорю, а что это такое? Ну, хоть знает татарский язык, но все же не догадался. Он говорит, улица Фонарная. Я говорю, а почему Фонарная? А там будут красивые фонари, то, ну, ради бога, мне лишь бы не имя. Фенерли. Потом как-то мне говорят, что за дурацкое название? Самая темная улица, а название Фонарная. Ну и так далее. И что бы я сказал, ну, пролетели в чем? Смотришь план, там будет школа. И я название улицы Мектепли. Никакой школы там не построили. Там сейчас торговый центр, а улица Мектепли. Еще 2 года назад я бы, наверное, просто сказал, это не моя тема. И я не люблю говорить о том, что я не знаю. Сейчас я могу сказать, что да, разброс мнений страшный. Ну, 60 тысяч крымских татар воевало в советской армии. Письменный источник, автор уважаемый человек. Самая официальная практически на сегодня версия 20 тысяч, при этом все они ушли к немцам. Все они воевали в Крыму, все предали. На сегодня я располагаю, на мой взгляд, точной цифрой. Почему точной? Потому что я считал, как это говорят, по головам. От А до Я. Я могу сказать, сколько крымских татар воевало в Красной армии на букву А. Самая большая цифра. Могу сказать, сколько на букву Б, В, Г, Д, Е и так далее. И если я их суммирую, получится цифра. Но есть такое понятие научная этика. Как только я ее опубликую, я вам назову ее. Я скажу свою научную точку зрения. И то, что я вот буквально год назад пришел к выводу, вот я работаю с документами о крымских татарах, которые призвали в армию. И вот каждый третий призывался Гурзуф, Ласпи, Ялта, вот все эти курортные такие точки, Мисхор, прочее, прочее, прочее. И про себя думаю, боже мой, вы в таких хороших местах, ребята, жили. Кто вам позволит туда вернуться? Ну, это я так на бытовом уровне вот сделал вывод. А основофициальным поводом было, готовились к войне с Турцией. И все тюркские народы рассматривались как потенциальные. Ну, не только тюркские, но и мусульмане. Вот эта депортация с Кавказа, депортация из Крыма, причем она начиналась уже в январе 1942 года. С Тамани были выселены греки и крымские татары. И если бы Крым освободили в 1942-м, депортация произошла бы в 1942 году уже весной. И когда Крым был всего лишь там 3 месяца под оккупацией, поэтому все разговоры о предательстве – это от лукавого. Депортация готовилась раньше. Крым слишком лакомый кусочек. И с этим надо считаться. Ну, есть 2 пути всегда было. Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Или купят, или выселят. То есть перспективы в этом плане Южного берега очень плохие. Первое, что надо делать – оставаться крымскими татарами. Потому что сейчас намечается тенденция, если раньше крымский татарин говорил с гордостью «мен крым татар адам», то сейчас он говорит «мен муслим». Он учит не родной язык, а арабский. Кто-то учит русский, кто-то английский. Да, надо учить английский, надо учить арабский, надо учить русский, но при этом знать родной язык.
к сожалению, крымские татары в этом плане глобализирующие, теряют свои позиции. Есть такой человек, он сейчас живой, Горбаневский. Он мой наставник, Михаил, в топонимике. И как-то приехал от него человек, я ее встречал, помогал, и она вдруг мне говорит: а как вы относитесь к русской национальной идее? Я растерялся, я об этом никогда не думал. И она: как же так? Русская национальная идея, вы без нее? Я думаю, елки-палки. Но я тут же перевел на другое и опубликовал в «Голосе Крыма» статью: а если крымско-татарская национальная идея, и какой она должна быть? Эта статья наделала шороху, потому что вопрос вечный. Но идея должна быть, как я сказал, прежде всего остаться крымскими татарами и при этом понимать, что у вас богатейший опыт жить совместно с другими народами. Никогда Крым не был мононациональным. Всегда рядом были урумы, караи, крымчаки и так далее, и всегда находили общий язык. Сейчас это слово считается чуть ли не бранным, толерантность. Да ничего в этом бранного нет. Уметь сосуществовать в обществе, не давить других, не подстраиваться под других, а сосуществовать. Терпимо относиться к их обычаям, к их культуре. И вот это мы должны делать. И я считаю, что мы, русские, другие, украинцы, евреи, должны понимать. Вот как в Америке когда-то был лозунг: все, что для фирмы Ford, полезно для Америки. Все, что делается доброе для крымских татар, это полезно всем крымчанам. А у нас это воспринимается как: ах, крымским татарам ни в коем случае. Это на пользу всему Крыму. Потому что вот построили завод двуокиси титана. Я лично строил эти очистные сооружения. Сейчас это химическая катастрофа. А я тогда еще думал, крымский татарин не дал бы согласия на строительство в Крыму химического комбината. А люди другие, им же как? Он пожил в Крыму, уехал туда, дает согласие. Вот был фильм о сицилианской мафии. Они выступили против, потому что это их родина. Да, Крым моя родина, родина крымских татар. Родина – это там, где человек живет на протяжении 3 поколений. Да, и русских уже Крым родина, если он здесь прожил 3 поколения. Но он тогда будет беречь этот край, потому что ему некуда уезжать. Поэтому идея национальная крымских татар – это сберечь Крым. А мы уже подходим к понятию экологической катастрофы, если не будем предпринимать. Оно все связано. Национальная идея переплетается с другими идеями. Вот я смотрел на крымских татар вначале глазами отца. Это сплошной позитив. Добродушные, работящие, безобидные. После депортации они вернулись другими. Они чуть-чуть в морду, не позволю и так далее. С одной стороны, это правильно. То есть нет вечных качеств. Что меня неприятно сейчас поражает в крымских татарах? Их разобщенность. Умение наживать врагов внутри своего сообщества. В этом плане еще один мой учитель, Февзий Кубов, он все время говорил: я устал их мирить. Наш университет – это какая-то маленькая Швейцария, где все собираются, и нейтральное государство, где можно попытаться найти общий язык. И вот он пытался их всех мирить. И с горечью говорил: ну не получается, Володя, как они друг друга ненавидят. И тут я перефразирую его фразу, она, оказывается, восходит еще к Гаспринскому, что надо перестать крымским татарам видеть во всем происки. Морозы – это русские виноваты. Град – это виноваты те. Ищите пути решения вопроса, не ищите во всем виноватых. Это вот повсеместно я вижу в этом. Надо изжить в себе комплекс неполноценности. Как-то у меня был, я 3 дня жил с крымским татарином, одним из лидеров Меджлиса, хороший парень такой, не буду называть его фамилию, и меня поразила его фраза. Он все время говорил: я уже в Крыму, все, точка. И это правильно. Комплекс неполноценности кончил, вы уже дома, вы должны думать о будущем. Мне много есть с чем сравнивать. И советский период, когда
при Хрущеве заходишь в магазины, пустые полки. Потом мы стали Украиной, и появились конфеты, шоколадки. Потом опять проблемы. То есть оно все время меняется. И в лучшую, и в худшую. Конечно, татары привнесли многое из забытого старого. Ну, появились пахлава, там, чебуреки, лагман и прочее, то, от чего мы не знали. Сейчас я уже беру не борщ, а лагман, он вкуснее и так далее. Татары-труженики. Я это заметил еще по школе. Каждый мальчишка, утром у него свои обязанности. Тот козу ведет, тот корову доит, тот еще. Они все труженики. Я помню, как мой мальчишка в школе поднял хлеб, который валялся на полу, уважительно положил его. И я думаю, вот тена, какая культура. Моя супруга часто замечает, ей в автобусе крымский татарин, парень или девушка, уступил место. В этом плане вы еще даете фору нашей молодежи. Но, к сожалению, идет взаимный процесс. Вы чему-то учите нас, мы чему-то учим вас, и не всегда это лучшему. Я уже вижу девушек-татарок, которые курят, мальчишек-татар, которые пьют. К сожалению, в этом плане вы сдаете позиции. Вы знаете, я уж забыл, эта фраза у Пушкина есть, что ищи не в хоре одобрения, а в диких окриках толпы. Если меня кто-то ругает, я понимаю, что я затронул важную тему. Поэтому я к этому отношусь философски и стараюсь разделять разницу во взглядах и личные отношения. Это нормально. Нельзя быть дамой прекрасной во всех отношениях.